Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Взяв фотокамеру и блокнот, я часто отправляюсь в дальние поездки по полуострову, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому вместе с телекомпанией АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Если задаться вопросом, где пролегает граница между Европой и Азией, на него можно получить различные ответы. Представители международных европейских организаций скажут, что она пролегает в Закавказье, и, стало быть, Грузия, Армения и Азербайджан – это европейские страны. Большинство географов проведет эту границу чуть ближе, по хребту Кавказских гор. Однако все это достаточно новое веяние. А традиционно, на протяжении 2000 лет, границей Европы и Азии считалась эта широкая полоса воды – Керченский пролив, или, как его называли в античное время, Босфор Киммерийский. Два континента разделены 4,5 километрами мелкой воды, чья глубина не превышает 18 метров. Издавна и до ныне здесь не иссякает поток людей, что переправляются с берега на берег. В ханское время здесь можно было наблюдать, как грузятся на большие плоты многотысячные крымские войска на пути в Черкессию, в Персию или в Кабарду, и как навстречу им с Кавказского берега плывут в лодках черкесские беи, спешащие в Бахчисарай на встречу с ханом. Поначалу ни ханы, ни султаны не держали на этом проливе ни мощных укреплений, ни усиленной охраны. Ведь в те времена весь берег Черного и Азовского морей принадлежал либо Османской империи, либо Крымскому ханству, и других военных флотов, кроме турецкого, в этих водах не было. Однако в 1695 году русский царь Петр I завоевал османскую крепость Азов, а затем побывал в Англии и в Голландии, где лично научился корабельному делу и нанял сотни европейских судостроителей. С их помощью он быстро создал собственный флот на Азовском море, и уже в 1699 году мимо Керчи к Стамбулу прошел первый русский военный корабль. Судно шло с мирной целью, оно везло царских послов на переговоры к султану. Но и в Крыму, и в Турции хорошо поняли, что в этой демонстрации скрыта серьезная угроза. Султан немедленно послал в Керчь своего визиря. Ему был дан приказ не жалеть никаких средств и как можно скорее возвести над проливом крепость, которая могла бы запереть иностранным судам выход в Черное море. Подобно своим русским соперникам, османы тоже воспользовались передовым европейским опытом. Главным архитектором крепости был назначен итальянец-мусульманин по фамилии Голоппо, а инженером турок Мустафа Ага. Проект укрепления
был составлен по последнему слову французской фортификационной науки, одновременно включая и традиционные турецкие приемы постройки крепостей. Работы были завершены в рекордно быстрые сроки. И в 1706 году на морском берегу уже высилось грозное сооружение, способное наглухо перекрыть пролив. Это самое молодое из всех крымских укреплений числилось в османских реестрах под арабским названием Кале и Джедид, то есть новая крепость, или по-турецки Йени-Кале. Для строительства крепости было избрано очень удачное место. В те времена глубины на середине пролива были столь малы, что тяжелое военное судно могло пройти по нему, лишь придерживаясь поблизости от Крымского берега, под самым прицелом пушек Йени-Кале. В то же время неприятельский корабль не мог причалить вплотную к ее стенам и высадить десант, потому что возле самого берега здесь лежат опасные мели. Из крепости Йени-Кале открывались наружу трое ворот, названных по направлениям дорог, что выходили из них. Черноморские ворота на юге, Азовские ворота на севере и Арабатские ворота на западе. Мы войдем в Йени-Кале через Черноморские ворота и осмотрим это замечательное сооружение изнутри. Рядом с Черноморскими воротами возвышается бастион с 4 дозорными башенками по углам. Внутри него устроена каменная цистерна для воды. Собственных источников в крепости не было, и потому живительную влагу сюда подавали издалека, по трубам, от родников, что лежали за несколько километров. Тут же на бастионе стояли пушки, а также печь для накаливания ядер. Это позволяло не только разбить, но и зажечь проходящие мимо деревянные суда. Центральная улица крепостного городка вела от Черноморских ворот к Азовским. Вдоль нее располагались обычные для всех укреплений Крыма гарнизонные сооружения: мечеть, бани, склады, погреба, казармы для янычар и дома для командиров. Северные Азовские ворота крепости Йени-Кале украшены каменным резным орнаментом и фигурными зубцами. Их высокий проем закрывался деревянными дверями, окованными железом. Из всех внутренних строений крепости сохранилось лишь заброшенное помещение казармы со сводчатым потолком. Конечно, эта казарма была далеко не единственной, ведь гарнизон крепости насчитывал свыше 1000 человек. В Йени-Кале постоянно располагалось 800 османских янычар и до 300 крымско-татарских воинов. Как и город Керчь, крепость Йени-Кале принадлежала к владениям не крымских ханов, а османских султанов. И султаны придавали ей настолько важное значение, что назначали сюда комендантами не просто высших офицеров, а визирей в ранге паши. Дом йеникальских пашей, очень просторный, в 11 комнат, располагался на самой высокой точке крепости, над Арабатскими воротами, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. В этом доме иногда гостили и крымские ханы,
Например, в 1709 году сюда прибыл каплан I Герай для того, чтобы принять из рук паши султанский указ о своем назначении на ханский престол. Словом, крепость была готова отразить любой натиск и с суши, и с моря, однако обстоятельства переменились, и всерьез повоевать ей так и не довелось. В 1711 году царь Петр попал в турецкое окружение в Молдавии и спасся из него лишь тем, что пообещал вернуть Турции крепость Азов и уничтожить русский флот на Азовском море. Эти обещания были выполнены, и с тех пор дозорным крепости Яникале больше не приходилось высматривать в морских далях неприятельские корабли, потому что русских кораблей на Азове больше не стало. Из грозного стража двух морей Яникале превратилась в торгово-таможенную факторию. К ее стенам прилепился небольшой живописный городок в 3 улицы, населенный рыбаками и мелкими торговцами. Торговали в основном камбалой и осетрами, которых в великом количестве ловили в проливе. Тем временем крепостные стены ветшали, стражники отвыкли от боевых тревог, и когда через 60 лет этот мирный сон прервался, крепость оказалась не готова к обороне. Летом 1771 года, когда российские войска вступили в Крым, заняли Перекоп и Арабат и двинулись далее к Керчи, яникальский комендант Абаза Мехмед Паша отсутствовал в крепости. Он находился в Кефе. Узнав там о продвижении русских и об отступлении хана, он бросил гарнизоны Арабата и Яникале на произвол судьбы и уплыл в Синоп. Узнав, что командир бросил их, да еще и увел военные корабли, янычары тоже отказались воевать. Оставив пушки и снаряжение, они сели на первые попавшиеся купеческие суда и уплыли в Турцию. Султан казнил Пашу за трусость, но утраченную крепость это спасти не могло. Крымско-татарским жителям Яникале плыть было некуда, и они разошлись по окрестным степным деревням. И когда через 2 дня русские отряды без боя вошли в Яникале, они застали здесь только армян, которые и поднесли завоевателям ключи от оставленной крепости. С той поры Яникале стала российской. Согласно Кучук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года, Крымское ханство объявлялось независимым от Османской империи, ему передавались все бывшие турецкие земли в Крыму, а Россия получала в распоряжение город Керчь и крепость Яникале. Так Крымское ханство и Российская империя соседствовали на одном полуострове до 1783 года, покуда Петербург не овладел и остальной частью Крыма. Россияне построили новые укрепления в других местах пролива, а крепость была превращена в военный госпиталь. Так она дождалась 1855 года, когда ей довелось дать первый в своей истории настоящий бой. Русские войска попытались обстрелять со стен Яникале эскадру английских и французских кораблей. Но времена и вооружения уже изменились, и теперь Яникале уже не была столь непобедима, как в турецкую эпоху. Ответный огонь с моря заставил гарнизон покинуть крепость, причем при отступлении были взорваны пороховые погреба, что сильно повредило крепостные постройки. Крепость не раз подвергалась жестоким обстрелам и позже, в годы Второй мировой войны. Однако ее разрушение продолжается и по сей день, только теперь уже не ядрами и снарядами, а грохотом колес груженных составов, железнодорожное полотно для которых проложено прямо по территории уникального памятника.
Удивительно, что и Николе до сих пор не является музеем, никем не охраняется и уже много лет не реставрируется. Уверен, что рано или поздно это должно измениться. Прогуливаясь среди стен и руин Еникале, невольно задумываешься над тем, сколь непредсказуемы бывают исторические судьбы. Самое новое и технически самое совершенное укрепление ханской эпохи в итоге оказалось и наименее востребованным, не отразив ни одной атаки, не потопив ни одного корабля и не удержав отступления в Крым ни одного иностранного солдата. Однако не все в мире измеряется практической пользой, особенно когда речь идет об исторической памяти. Крым богат на памятники истории, однако второго такого же нет ни в Крыму, ни в стране, ни на обоих материках, чьи рубежи когда-то сторожило это удивительное сооружение.